Ирина, очень приятно вас видеть, отлично выглядите. Вот ваше интервью, появление на площадке штаба татар в нашем национальном конгрессе вызвало очень интерес большой у активистов наших. И вот они очень меня уполномочили задать вам вопросы. Вот я их собрал и решите вам некоторые вот это задам. Значит, вот у нас часть татар, которые у нас ходят, значит, с нами общаются, они православные. Мы единственная татарская организация, которая на мероприятия приглашаем православных татар, в том числе вот даже на ифтары. Они не участвуют, но они присутствуют. И это какое-то вот сейчас очень важно вот в такое не совсем спокойная обстановка, вот эта консолидация общества, что мы все вместе, это очень важно. Поэтому вот хотелось им поинтересовались, как то, что вот по их сведениям очень поменялся вектор политики Татарстана, Рустама Нургалиевича Минниханова в сторону все-таки вот принятия этого понимания, что татары, значит, двухконфессиональные, и, значит, поддерживать их в профессиональных праздниках, в карьерном продвижении, как-то вот в эту сторону есть какие-то изменения положительные, да? Да, конечно. Вообще это прежде всего ваша заслуга, ваших активистов, которые смогли правильно сформулировать эту тему, довести ее до сведения Рустама Нургалиевича, и, конечно, благодарность большая ему за то, что он поддержал. И здесь, конечно, очень большая поддержка со стороны Ивана Михайловича Егорова, который возглавил региональную организацию Кряшин. И это все дает ощущение очень большой силы татар, которая независимо от того, к какой конфессии относится данный конкретный человек, объединяет всех нас. И в данном случае и Республика Татарстан, и татарский народ является олицетворением вот этого единения уже двух конфессий. Смотрите, получается, какая аллегория. Татарстан — это земля, где мирно живут испокон века православие и мусульманство, стоят рядом церкви и мечети на территории Казанского Кремля. Да, у нас Кул-Шариф просто прекрасно, вот на моем платке его символ, и в то же самое время самая главная церковь города Казань. И также и татарский народ состоит из двух конфессий. Это на самом деле в этом очень глубокий смысл, поэтому при поддержке руководителей нашей республики, конечно же, мы понимаем, что вот эта основа будет углубляться, и это то, что делает нас монолитом. Этот монолит уже никто никогда не сможет победить, никто никогда не сможет это разрушить. Все зависит только от нас. Ну, я думаю, вот Татарстан — это пример для подражания. Вот действительно в Кремле и церковь, и Кул-Шариф, все это рядом. Вот. И еще вот такой вопрос, значит, то, что вот у вас в журнале было такое интервью, значит, вы подвели его к тому, что вот семья, многодетные семьи, это получается основа суверенитета, основа крепкости, основа, значит, России, и как вроде бы почти, что это богатство России, даже как-то вы все это, значит, богатство, по-моему, даже в цифры это как-то превратили. Да. Ну вот у православных говорят, что семья — это малая церковь. Поэтому, когда укрепляется семья, укрепляется государство. Да, в нашей недавней истории говорили, что семья — это ячейка общества. Ну и сейчас тоже мы так считаем. Да, очень важно рассматривать многодетную семью как основу суверенитета нашей страны, потому что до тех пор, пока будут высокопоставленные лица относиться как к многодетной семье и вообще к семье с детьми, как к каким-то иждивенцам, на которых нужно тратить деньги, да, как статья расходов, до тех пор мы не смеем надеяться на то, что многодетная семья станет в России по-настоящему нормой, модной, престижной. И у нас есть экономическое обоснование того, что абсолютно каждый рожденный ребенок — это существенный доход в казну государства. Я поясню, что я имею в виду. Вот смотрите, вообще есть международные расчеты, стандарты, которые рассчитывают в каждой стране, в зависимости от ВВП, валовый внутренний продукт, сколько составляет доход от каждого гражданина, если он доживает до 70-80 лет. Ну, то есть сколько сегодня живет человек. Вот взяли в России по тем показателям, которые отражают международные цифры, и посчитали, сколько доходов в казну государства принесет каждый человек. Трудоспособный возраст умножили на доход, который приносит человек, вычли возраст иждивенчества, это старость и юный возраст, там детство, да, там пока человек учится, ходит в детский сад, и мы получили цифру, которая равна примерно $1,5 миллиона
это считается именно в долларах, потому что система расчетов международная. То есть каждый человек, который рождается в стране, приносит прибыль в экономику около $1,5 миллиона. Вот если мы с этой точки зрения смотрим на рождение ребенка, то совсем иначе воспринимаются льготы, субсидии, пособия, которые выплачиваются на детей. Мне кажется, что когда эти расчеты поступят в высокие кабинеты, они поступят туда, потому что мы обратились с соответствующим уже обращением, ситуация изменится просто коренным образом. Ну, главное, чтобы менталитет, мнение поменялось. Вот, например, и в православии, и в мусульманстве это одинаково. То, что многие, значит, молодые семьи, вот у нас достаток небольшой, вот у нас площадь маленькая, и не хотят еще детей. Вот мы им всегда объясняем, что ребенок рождается, мусульманин, православный, он рождается со своим достатком, со своим доходом, со своими квадратными метрами. Вот, поэтому Господь даст, Аллах поможет. Нужно больше многодетных семей, больше нужно, значит, вот и по вашей теории, вот по этой. И вот, значит, у нас такой еще вопрос. Вот в детстве... Да, вот, кстати, вот я прошу прощения, отвечаю еще вот на этот вопрос. У нас было сейчас мероприятие в Госдуме, организовала партия «Новые люди» по малоэтажному строительству в России. Как раз, когда мы рассматривали вот этот вариант предоставления семье возможности построить свой дом, не обязательно в центре крупного города, да, это может быть и за городом, при условии того, что вся инфраструктура строится. И был вот приведен пример Объединенных Арабских Эмиратов, когда при заключении официального брака государство выделяет землю. Не когда рождается какой-то по счету ребенок, да, а сразу выделяется земля, и в зависимости от дохода этой семьи либо предоставляется возможность получить беспроцентную субсидию на строительство типового дома, либо, если доход составляет меньше определенной суммы, то государство полностью за свой счет строит это жилье. Вы можете представить себе? Ну, не это, говоря обо всех остальных преференциях. Да, и когда вот, к нам тоже вводить надо. Да, вот и когда мы лоббируем уже вот на протяжении многих лет необходимость принятия федерального закона о статусе многодетной семьи и правовых гарантиях многодетной семьи, там заложены в том числе и жилищные нормы, потому что мы живем в материальном мире, да, в духовном, но и в материальном тоже. И если людям просто негде жить, они думают о том, а где же мы будем класть спать этого нового ребенка. Поэтому, когда выдаются деньги, то это прямая поддержка. И не всегда эти деньги идут на пользу, скажем так. Мы выступаем всецело за расширение косвенной поддержки семей с детьми. Что такое косвенное? Это не деньги напрямую, а это как раз вот жилье, обучение детей, бесплатные кружки, то есть все, на что тоже нужны деньги, но что нельзя вот так взять и забрать, унести и потратить не на то. И это как раз дает уверенность в завтрашнем дне, в сегодняшнем и в завтрашнем. Поэтому есть вопросы, которые нуждаются в скорейшем решении. И здесь те же самые застройщики, которые будут получать преференции от государства, налоговые льготы, но они обязаны будут и по определенным установленным ценам это жилье отпускать государству, а государство его распределяет уже между семьями. Тогда другие проблемы будут казаться такими несущественными, когда есть где жить. Ну, вам, наверное, этот вопрос очень хорошо знаком. У вас ведь у самой 4 детей. Да. У меня всего лишь 3, так что я чуть-чуть отстаю в этом вопросе, возможно, еще наверстаем вас. Я очень этого вам желаю. Да, вот. Вот поскольку вы считаетесь такой, значит, знатоком детей, политики, вот внедрения, вот надо ли в детских садах, вот у нас многие здесь написали, желательно бы внедрение в детских садах вот уже в юном возрасте татарских песен больше, татарских плясок, значит, даже татарскую борьбу среди детей. И вот в каждом детском саду бы проводить бы сабантуи, например, какие-то, и еще, наверное, не хватает в детских садах, учат татарский язык, естественно, но вот побольше бы фольклора, какие-то частушки, значит, пословицы, вот прямо с детского сада. Вот как вы на это смотрите, чтобы вот я вообще введение... уверена в том, что это идеальная вообще возможность для того, чтобы дети эту культуру впитали вот с молоком матери. Вот я, например, до того, как пошла в школу, говорила без акцента на татарском языке, потому что были живы родственницы, там пожилые были тетушки у моей мамы,
И мы с ними постоянно взаимодействовали, ездили к ним, они приезжали к нам. И потом, когда их не стало, к сожалению, вот уже вот эта вот традиция потерялась. Дети вообще очень легко и быстро все схватывают. И если это все в такой вот игровой форме, если все это сделано с любовью, если все это на системной основе, то дети впитывают моментально. И потом дальше эту культуру несут, и это остается с ними уже как детское воспоминание. И когда они вырастут, даже если они оказываются в другой среде, они стремятся каким-то образом вернуться туда, восполнить. Они уже начинают сами это изучать. Это очень важно. У них даже правильно формируются звуки, если они уже, допустим, забыли язык и во взрослом возрасте заново изучают, то это совсем другой результат, чем человек, который просто с нуля начинает все это для себя открывать. Поэтому, конечно же, праздники, мероприятия, религиозные события, в которых дети участвуют просто как полноценные участники этих событий. Это очень здорово. Но здесь, опять-таки, важно, кто будет этими педагогами, какая методика, да, преподавания. А в республике, кстати, есть и детские сады этого направления. У нас есть сеть школ Адымнар, которые работают, да, которые полилингвальные, причем там не только русский, татарский, там английский и другие языки. И это все при содействии, естественно, руководителя республики нашего Раиса Рустама Нургалиевича Миниханова и Шаймиев, советник государственный, тоже очень очень большой вклад внес в развитие этих полилингвальных школ. Это важно, потому что, как я делаю вывод, что это популярные школы, потому что в них не хватает всегда мест. То есть очень много желающих, востребованных и желающих больше, чем могут принять эти стены. То есть народная тропа – самый лучший показатель, востребовано это или нет. Это востребовано. Ну, может быть, еще больше их построят, я думаю, в перспективе. Я думаю, что так. Вот мне очень приятной неожиданностью было то, что в Нижнекамске меня пригласили в одну школу, значит, это было летом, 36-ю, и торжественно приняли в ряды табеевцев. Вот вы, наверное, не застали то время, когда были пионеры, комсомол. Нет, я успела. Комсомолкой я не была, но пионеркой я... Даже более того, я категорически отказывалась снимать галстук, когда уже все это отменили. Союз перестал существовать, и все вот пришли 1 сентября и сказали, что все, галстуки не носим. Я была единственная в классе, которая не хотела снимать этот галстук, и чуть ли не насильно с меня его сняли, потому что это перестало уже существовать. Было не актуально. Да, но я, наверное, каким-то своим вот детским чутьем тогда, да, еще детским своим сердцем, правильно скажем, понимала, какая катастрофа происходит в стране. Конечно, я этого не могла на уровне осознания понять, но вот внутренне я это чувствовала, и вот мое нежелание снять галстук, наверное, было вот как раз индикатором. И вот меня, значит, пригласили в эту школу, и вот детей как-то, чтобы смотивировать, чтобы, значит, для детей там вот что главное для детей, это духовность, это чтобы они свое главное занятие, это учеба, чтобы они к этой учебе относились, значит, очень серьезно, к главному своему занятию, ответственно, да. Чтобы бывает вот поведение все-таки, да, вот, и если поведение, если учеба, если мотивация, все это соответствует, этих детей берут в табеевцы. Вот меня, значит, взяли в табеевцы, дали мне большой значок, и вот это вот... в честь Табеева, да? В честь Табеева, да. И там, значит, есть улица Табеева, очень густонаселенная, в этой школе учатся 1800 детей, там 10 первых классов. Очень большая школа. И вот там открыли музей Табеева, единственный в мире музей Табеева, это в Нижнекамске, в 36-й школе на улице Табеева. И то, что вот эта вот идея табеевского движения, возможно, ее как-то вот, чтобы и в других школах тоже ее подхватили. Может быть, там будет, в каждой школе там есть свой устав, свои порядки. И вот еще наложить бы на это все вот это табеевское движение как-то вот в виде пионерии в Татарстане, учитывая заслуги, которые Фихрат Ахмеджанов, конечно же, оставил республике. Но, конечно же, решения принимают вместе с родителями руководители школ, потому что в каждой школе, как вы совершенно правильно заметили, есть устав, и детям нужно объединяющее начало. Почему пионерия была хороша? Потому что все чувствовали себя частью единого целого. Вообще этимология слова «счастье» — это с частью, то есть быть частью чего-то большого, грандиозного, великого.
И это дает силу, это окрыляет. Поэтому, когда есть смысл, есть содержание, когда детям объясняют, почему это круто, да, кто такой был этот человек, в данном случае Табеев, что нужно сделать для того, чтобы соответствовать этому высокому званию. Дети стараются, потому что им очень важны эти все символы. И, конечно, нужно родителям рассказывать во всей республике, эту тему обсуждать. И каждый год проходит общешкольное родительское собрание. И когда родители поддерживают инициативу, то в школе внедряются новые правила. Поэтому здесь это должна быть не сверху директива, а здесь должна быть вот такая вот инициатива, которая поддержана родителями, и тогда все это будет прекрасным образом раскрываться на территории всей республики. Вот в наше время даже по этой теме снято несколько ералаш, таких вот фильмов маленьких, там, где дети, вот тоже пионеры, они помогали бабушкам, дедушкам, кто-то через дорогу кого-то перевел, там домой в магазин сходили. Тимуровцы вот, такие. Тимуровцы такие, да. И вот сейчас бы тоже, конечно, вот возможно ли это как-то вот обсудить на уровне, значит, администрации школ, чтобы возродить вот это вот, чтобы вот эти, значит, дети, они понимали, что в их помощи кто-то нуждается, что они кому-то нужны. Например, так, вы там 2 подъезда, вы 3 подъезда, кто здесь живет, бабушки, давайте в магазин схожу, давайте там, значит, как-то вот даже во время праздников, День пожилых людей, вот внедрять бы и насыщать бы вот эти вот молодежь вот этой вот духовностью, заботой, да, как-то бы, может, разъяснительной работу, что вы тоже когда-то будете такими, что ли, может быть, вот, и чтобы вот эти вот такие вот позывы, чтобы вот и детям внедрять, конечно, в школу. Как вот вы думаете, реально это? Для детей очень важны эмоции, очень важен образ. И те же самые тимуровцы, о которых вы сказали, они же не появились с неба от того, что пришел какой-то очень умный человек и рассказал детям, как важно помогать пожилым людям. Прообразом был Тимур из книги Аркадия Гайдара, Тимур и его команда, который как раз был вот таким вот мальчиком, который помогал другим, который был примером для окружающих, правда же? Да. И детям нужны такие герои нашего времени. Сегодня, к сожалению, очень часто герои наших детей — отрицательные персонажи, а не положительные. И это либо какие-то комиксы, либо те же самые японские аниме, депрессивные абсолютно, которые настраивают ребенка на суицид, которые настраивают ребенка на деструктивное поведение. И родители очень часто даже не подозревают, когда ребенок находится в телефоне или в компьютере, какой контент он потребляет. Поэтому те смыслы, которые мы закладываем в детей, становятся выражением их деятельности. Если мы не закладываем эти смыслы, то их закладывают другие. А вот кто и какие, да, здесь вопрос открытый. И если вот есть такое хорошее выражение, мне вот кажется, что оно соответствует действительности, что если человек не занимается политикой, это не обозначает, что политика не занимается им. И по аналогии с детьми, что если вы не занимаетесь вашими детьми, это не обозначает, что ими не занимаются другие, потому что святое место пусто не бывает. А душа ребенка — это сегодня поле битвы. Его сердце, его воззрение, его вера — это поле битвы. И, к сожалению, наши геополитические недоброжелатели преуспевают сегодня на этом поле. И нам нужно работать мало того, что на опережение. Мы должны понимать, что нам надо быть на страже вот этой информации, потому что хочешь завоевать народ, воспитай его детей. И мы должны очень зорко следить за тем, что смотрят, что слушают, что любят наши дети. Ну, мы призываем всегда свою молодежь, чтобы они не заходили на эти пагубные сатанистские сайты, чтобы не лайкали. Мы к этому призываем, значит. Там уж не только отрицательный персонаж, как Миша Квакин, по-моему, если не изменяет память мне, да, был, значит, противовес Тимуру. Вот. И еще, может быть, вот что касается детей, раз эта тема, вот почему к мальчику прилетал Карлсон? Он у него устраивал беспорядок, он съедал его все печенье, они съедали варенье, они играли, такой летали беспорядок по крыше, но он все равно его терпел, и все равно он радовался ему. Потому что он по-настоящему
проявлял к нему внимание, проводил с ним время. А для ребенка любовь — это время. Вот то время, которое проводим мы с ребенком, обозначает, как сильно мы его любим. Никакими подарками, никакими игрушками, никакими деньгами невозможно компенсировать недостаток нашего внимания. Ну да, и потом закончился мультфильм тем, что ему нужен был друг. Он хотел очень дружить, Да. не хватает друзей. И вот родители, чтобы были друзьями, и в конце концов мультфильм заканчивается тем, что ему купили собаку. Помните, да? Да. Вот еще здесь такой вопрос, значит, то, что все-таки вот нужно вот это или не нужно это, вот чтобы, значит, дети, значит, начиная там с 1 по 5, может быть, 7 класс, их какие-то вот выводить в лес, чтобы они палатку ставили, поход, как поход, костер разжигали, значит, дрова искали, какие-то бойскауты, вот что-то такое должно быть, или это не нужно вообще, вот как вот, в принципе, можно и прожить без этого. А вот оно, конечно, взаимоотношения с природой, с одной стороны, с другой стороны, это повод и похулиганить вроде бы. Вот как вы думаете, нужно Это самая это? лучшая возможность оторвать ребенка от гаджета, от телефона. Вот, например, когда дети едут в детский лагерь, вот у меня 4 детей, да, как вы сказали, это так и есть. Когда они едут в лагерь, у них отнимают телефон. Ну как отнимают? Не разрешают пользоваться. Им дают на полчаса перед сном. Ну, написать родителям, что все в порядке. Тем не менее, дети каждый год опять просятся в лагерь сами. Мы же не отправляем их насильно. То есть здесь вот Карлсон в сказке, да, Астрид Линдгрен, а здесь дети, которые заняты на природе, какими-то подвижными играми, какими-то заданиями, то есть у них насыщенная программа, они перестают страдать от того, что у них нет телефона, они согласны сдать телефон, потому что они знают, что им будет интересно. И когда родители говорят, что вот мы не можем вытащить детей из телефона, я сейчас не говорю, что родители должны быть Карлсонами, аниматорами, но нужно найти то, что будет ребенку интереснее, чем телефон. Это не такая простая задача, но и не настолько сложная, чтобы не браться за это дело. Ну вот у детей же есть такая особенность, да, вот я ее заметил. Даже вот наша аудитория, студенты, там, например, 1-2 курс, если им начинаешь говорить, ни в коем случае не смотрите такого, значит... Не думайте о желтой обезьяне, да? Да, и они и обязательно посмотрят. Да. Поэтому нужно вот как-то в общем их настраивать, не называя, может быть, если говорят не делай то, они делают это. Поэтому вот как-то в общем им дать понятие, что действительно, вот как вы сказали, идет сейчас в мире борьба за умы, борьба за влияние, борьба за этого Запада, значит, да, вот. И все-таки вот мы их настраиваем, как вы говорите, многодетные семьи, это все-таки копилка и благосостояние, благополучие и мощь нашего государства. И вот наша молодежь, чтобы они вот свой талант, свое умение, значит, внедрили в России, чтобы они развили свой талант. И это ведь тоже в какой-то степени копилка нашего государства. Поэтому вот мы такое внимание уделяем молодежи, пытаемся, чтобы они все ценностные личности были, нашли свое применение таланту. И, конечно же, вот в последнее, вот эта духовность у нас в большом таком, значит, мы в беседах, это все акцент, значит, доминирует у нас. И вот последний, конечно, вот это вот время, мы акцент огромный сделали на патриотизм, на любовь к родине. Наверное, это, может быть, где-то в прошлом было чуть-чуть упущение в школьных программах. Вот это сейчас, я думаю, надо все наверстывать. Все-таки вот патриотизм, гордость за нашу страну, любовь к родине, вот эти вот слова, они, чтобы имели смысл, значение в душе, в сердце у них были. Вот такой вот пропагандой мы, конечно, стараемся заниматься здесь. Да, но вы вносите очень серьезный вклад в развитие патриотизма, в развитие любви к своему народу, к своей земле. Поэтому огромное вам спасибо за ваш вклад, который вы вносите в сохранение национальной культуры, традиций, языка. И очень важно, что вы объединяете людей, которые становятся как большой дружной семьей. И несмотря на то, что это представители разных регионов России и даже разных стран, они всегда друг для друга будут поддержкой и опорой. А это очень важно знать, что у тебя за спиной стоит большая, дружная, надежная семья.
Спасибо. Не по крови, а по духу, по языку, по культуре. Ну, большое вам спасибо, что вот так вот объективно оцениваете нашу деятельность. Будем еще больше стараться. Спасибо. Да, я желаю вам всего самого-самого доброго и знаю, что не зарастет народная тропа в ваш клуб, в ваш дом и в ваше пространство, и чтобы этих людей все было больше и больше, а у вас была возможность принять возрастающее количество этих гостей. Спасибо.